Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 октября, четверг. Смотрим знаки зодиака все. Начинаем с Овнов. Овны первые. Овны, 13 октября, четверг. События дня. Ножницы. Первое показывает, что у вас может решиться какой-то вопрос в этот день. Змея. Опасный человек. Мешок с деньгами – это какое-то событие, связанное с деньгами. Обычно это траты. Ну, у всех по-разному практически. У кого-то это могут быть и поступления, покупки, переводы. Конфликт мечи. Исполнение желания. Конфликт, кстати, может быть со змеей. Так, проверяем горизонтали. Горизонтали нет. Свидание нельзя. Значит, смотрите, получается 5 событий. Первое показывает, что у вас может решиться какой-то вопрос в этот день. У вас будет общение с человеком змеей, да, то есть это человек, который, ну, как-то может обидеть, оскорбить, не знаю, да, что такое ядовитое сказать, то есть надо быть осторожными. Исполнится желание, что-то будете делать с деньгами, и еще возможен конфликт. Ну, очень похоже, что вот эти два события могут, да, проиграться. То есть человек что-то скажет, а вы явно терпеть не станете, да, то есть и будет выяснение отношений. Так что, Овны, вот такая информация, да, ну вот есть минус один, но зато и несколько событий очень хороших. Благодарю за внимание и перехожу к Тельцам. Тельцы. 13 октября. События для тельцов покажите мне. Конвертик у вас выпадает. Первое – это получение. Что-то получите. Возможно, это будет в госучреждении. Казенный дом выпадает. То есть какая-то справка, документ, бумага. Застолье может быть. Опять же, конверт может быть на застолье. Да, например, если день рождения у кого-то, вы можете в руках держать конверт, да, и дарить конверт. Так тоже иногда проигрывается. Общение с другом, подружкой.
и победа. Победа, результат, достижения. Обман. Маска. Причем обман ложится рядом с вот этим вот получением. Будьте осторожны. События рядом могут проиграться вместе. Может быть, информация, которая здесь будет получена, будет обманом, потому что эта информация еще может быть. Больше я не вижу. Получается обман, маска, получение, посещение госучреждения, застолье, общение с друзьями и победа. Смотрите, классные события, да, то есть показывает победа, друг, получение. Ну вот единственный минус у вас здесь выпал обман. Как он проиграется, сложно сказать, но на всякий случай будьте осторожны. Перепроверяйте, когда будете что-то получать в этот день, обязательно все перепроверяйте. Если это посылка, посмотрите содержимое. Если это какой-то документ, проверьте, все ли правильно там вам напечатали. Так, хорошо. Благодарю за внимание и перехожу к близнецам. Близнецы. Тринадцатое октября. События дня для близнецов. Покажите мне. Хорошие новости, шарики. События в доме. Может быть, не прямо у вас дома, а у кого-то в семье, в родне. Откроется какая-то информация, тайна, замок. Победа. События, связанные с победой. Успех, лавровый венок. Тоже венок победителя. То есть показывает успех и победа. Какой-то результат очень крутой у вас будет в этот день. Может быть, вы его будете отмечать, не знаю. Да, застолье показывает точно будет. Слезы. Но здесь очень может быть, что это будут слезы радости, потому что рядом выпадает победа и успех. Это слезы радости. Здесь нет совпадений. Получается, вы получаете хорошие новости, у вас будет какое-то событие, будет успех в этот день, победа, застолье, откроется информация, которая была закрыта, и будут слезы. Но это будут слезы за знаком плюс, потому что события все хорошие. Вот такая информация для вас, близнецы, на четверг. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к ракам. Так, раки, смотрим. 13 октября, четверг. 13 октября, четверг. События для раков. Раки, 13 октября.
Приглашение на торжество. Общение с другом. Возможно, проиграться вместе. Так, цветочек нельзя. Любовь. 2 сердца. Свидание. Новость. Угу. Причем, смотрите, новость показывает какая-то то, что было от вас спрятано, скрыто, тайной. То, что было для вас тайной, станет теперь не тайной. Череп, плохое самочувствие. Может быть еще информация по поводу здоровья, как вариант. Время нельзя. Здесь нет. Значит так, получается у вас первое приглашение вы получите, может быть, на свидание, как вариант. В общем, приглашение, общение с другом, все хорошо в личной жизни, свидание может быть. Также получение информации, какой-то спрятанной, скрытой, закрытой информации. И тема здоровья, тема самочувствия вечером. То ли будете заниматься здоровьем, то ли будет оно вас беспокоить, сложно сказать. Ну, карты намекают на то, что будете, да, будет что-то связано с болезнями и здоровьем. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к львам. Львы. Тринадцатое октября. События для львов. Покажите мне. Левушки. Так, смотрим. Цыпленок. Первое показывает, что у вас будет общение с детками, членами семьи. С утра в четверг. Хорошие новости. Ножницы нельзя. Обман. Кто-то будет хитрить. Траты. Мешок с деньгами. Успех. Успех в работе, в делах. Неприятность еще выпадает. Смотрите, неприятность, обман, то есть описывает, какая неприятность. Это обман. И рядом еще ложатся деньги, мешок с деньгами. То есть будьте осторожны в этот день, если вы будете что-то покупать, да, то есть оплачивать или, допустим, снимать деньги. То максимально внимательным быть с деньгами.
События в месяце. Еще есть Луна. Так, ну для Луны нам нужна перестановка. Угу. Причем события в месяце связано как-то с детьми. Может быть, не знаю, там, допустим, раз в месяц вам привозят внуков, да, там, или вы ходите раз в месяц в школу к ребенку, да, на собрание, то есть вот как-то связано это событие с ребенком, оплачиваете что-то, да, там, садик или школу раз в месяц в этот период. Так, а здесь нет. Значит, смотрите, получается, события, связанные с детьми, события в месяце, то, что повторяется постоянно каждый месяц, обман, хорошие новости, неприятность, финансовые операции и успех. Успех в работе, в делах. То есть в делах успех, поэтому, то есть, скорее всего, что неприятность действительно может произойти с деньгами. Потому что новости тоже показывают. То есть по информации все хорошо, по делам все хорошо. В личной жизни вроде как бы тоже. Да, то есть, скорее всего, тут вот этот обман и неприятность будет связаны с деньгами. Но на всякий случай, да, вот будьте осторожны в каждой сфере в этот день своей жизни. Потому что, видите, показываю, кто-то попытается обмануть. Благодарю за внимание вас и перехожу я дальше к девам. Так, наводим порядки и смотрим дев. Сейчас подвинем, мне мало места будет. Девы. 13 октября, четверг. События дня. Покажите мне для дев. Казенный дом, сразу же первое событие. Посещение госучреждения. Ну, иногда не посещение, может быть, просто звонок. Хорошие новости. Удача. Угу, смотрите, подкова, да, то есть вам в госучреждении будет прям вести. Прибыль. Возможно, получите прибыль какую-то. Обман нельзя. Слезы. Слезы могут быть и радости, пока я не вижу, чтобы здесь были слезы грусти. Все хорошо по событиям. Ага, нет. Не все хорошо. Во-первых, есть колебания, сомнения какие-то. Во-вторых, есть неприятность. То есть происходит неприятность, и как-то она связана, видите, либо с сомнениями, либо может еще показывать, что возникла неприятность, и вы не знаете, получится с ней разобраться или нет. Да, то есть из-за этого переживания слезы. Корона. Корона – это человек какой-то очень влиятельный, важный, и у вас с ним будет общение. И слезы, видите, ложатся рядом с этим человеком. Возможно, этот человек доставит там какую-то неприятность, как вариант. Время. Вот подсказка. Время. Следите за временем. Какая-то проблема будет со временем связана, неприятность. То есть либо опоздаете, либо, если это, допустим, вам нужно выполнить какой-то заказ на определенное время, то есть показывает, что вы будете не успевать точно. Угу. Еще есть глубокая печаль. Прям вот, понимаете, будете расстроены очень сильно этой ситуацией. Очень сильно. Ну, потому что вы люди пунктуальные, понятно, что это вас расстроит. Так, значит, смотрите, получается, посещение госучреждения,
хорошие новости, прибыль, удача. Причем есть удача. Я надеюсь, что удача поможет вам, да, вот с вот этой разобраться с ситуацией. Дальше. Общение с каким-то важным влиятельным человеком. Опять же, он может быть в казенном доме. Этот человек в короне. Какая-то проблема со временем, неприятность показывает. Неприятность связана со временем. Слезы, разочарование и колебания, сомнения. Ну, колебания, понятно, успею, не успею, получится, не получится. Так что, девы, вот такое у меня для вас предупреждение получается на четверг. Чтобы избежать вот этой неприятности и переживаний, вам надо все делать заранее, да, по часам, следить за временем. Благодарю вас за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку на вторую часть я оставлю под видео в описании. Нажимаете, переходите, выбираете свой знак и смотрите. Если не хотите искать, можете оставить в комментарии запрос. Пишите, мне нужна ссылка на вторую часть. Я вам в комментарии оставлю. Ну, до вечера стараюсь, да, вот ответить на все комментарии. Так что жду вас во второй части.